Государственный комитет Абхазии по статистике приобрел статус независимого ведомства в 2019 году. До этого комитет был управлением в структуре Министерства экономики. Кама Гогия руководит ведомством с 2016 года и повышение статуса управления поддерживает. Считает, это полностью соответствует его целям и задачам. Конечно, организация, она специфичная, поэтому она должна быть всегда быть отдельно, и она должна быть независима по статусу, и должна иметь более высокий статус, даже больше, чем сегодня она имеет. Потому что сбор информации – это большой инструментарий для руководителей государств. Выполнение плана, решение каких-то проблем и так далее, оно не должно быть ни под каким ведомством, оно должно быть свободным. Комитет по статистике собирает и анализирует такие важные показатели, как численность и состав населения, занятость в разных отраслях экономики, стоимость товаров и услуг, высчитывает сумму прожиточного минимума или среднемесячной заработной платы. Ведомство представляет отчеты поквартально и один большой годовой отчет. Годовой отчет, он представляет и сбор таких важных сводных показателей, как ВВП, еще ведомственная статистика, которая у нас по времени не укладывается ни в месяц, ни в два и ни в квартал. Обычно где-то к маю, к июню мы завершаем весь этот процесс. Это уже готовые официальные материалы, которые мы можем уже публиковать о положении, скажем, республики за прошедший год. Это более полная информация, официальная информация. Ну и отчет пересылаем тоже в кабинет министров. Еще один важный показатель, который рассчитывает комитет по статистике, это внутренний валовый продукт, то есть общая рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Абхазии в течение года. Расчет ВВП в Абхазии ведется с 2009 года. Из трех существующих методов расчета у нас применяют самый эффективный – производственный. Это когда ВВП высчитывается на основании отчетов предприятий с показателями объемов производства, дохода, выручки и многих других. Но когда качество учета невысокое, то и результаты расчетов соответствующие. У нас недобор информации, потому что отчетность слабая, отчетная дисциплина никуда не годится. Но отчитывается перед нами только юридические лица. А то, что касается такой сферы деятельности, как индивидуальное предпринимательство, оно в последнее время очень широкое распространение получило. Они перед органами статистики вообще не отчитываются. Это несмотря на то, что вот в 2019 году мы с таким тяжелым вопросом, мы долго это обсуждали, парламентом был принят о необходимости индивидуальных предпринимателей отчитываться перед органами статистики. Мы разработали такую, знаете, очень компактную форму отчетности по основным показателям, которые нам необходимы для расчета ВВП. Но, несмотря на то, что еще в 2023 году еще и порядок был принят, у нас как-то вот работа с налоговыми органами не пошла в унисон. И я вам, если скажу, только 15 индивидуальных предпринимателей вот в прошлом году сдали отчет, а потом вообще заглохло. Но никто не сдает. А у нас никаких мер нет принуждения. Для расчета объемов скрытой или теневой экономики, что тоже крайне важный показатель, Госкомитет проводит исследования бюджетов домохозяйств. По этим бюджеткам мы определяем общую сумму доходов и расходов по семьям. Это выборочное обследование, но приблизительно, знаете, так маячок вот бывает, контрольная сумма, приблизительно вот сколько расходов населения и сколько доходов. Сколько доходов, скажем, на одну душу населения и так далее. Исходя из этих показателей производственного метода у нас получается такой резонанс между этими показателями. Это говорит о том, что мы не всю экономику охватываем. В обосновании реализации ведомственной программы совершенствования национальных счетов и расчета ВВП приводятся те же аргументы. При нынешнем положении вещей вне статистического учета остается множество показателей. Правильный учет может в разы повысить показатель ВВП Абхазии. Для этого есть такой метод выборочного обследования теневой неучтенной экономики с учетом вот нашей абхазской специфики. Это тоже входит в программу вот ведомственную совершенствование расчетов системы национальных счетов и ВВП.
чтобы до расчета проводить, нам нужно обследовать. Это один из принятых международными организациями методов. Если официально не получается и не позволяет собрать полный объем цифр, то проводится выборочное обследование. Ну, естественно, там тоже своя методика, объем выборки, количество обследуемых, сфера деятельности и так далее. Это не так легко, но мы должны к этому перейти, если мы хотим знать полноценно, каков у нас внутренний валовый продукт. Благодаря программе совершенствования национальных счетов и расчета ВВП мониторинг цен станет более эффективным, а сбор и анализ бухгалтерской и статистической отчетности окончательно перейдет в электронный формат. Нам еще нужно знать цены. Не те цены, которые мы сегодня, у нас очень ограниченный круг цен, ограниченный круг товаров, номенклатуры товаров, по которым мы определяем ВВП. А есть государства, где и 3, 4, 5 тысяч номенклатуры товаров. То есть все пересчитывается из объемов и добавляется во внутреннюю валовую продукцию. Это вторая программа, она как подпрограмма проходит, это мониторинг цен. Мы его проводим очень выборочно и очень маленький круг номенклатуры товаров. Нам надо его тоже расширить. Ну, это еще одна программа. И третья программа, она связана с предыдущей программой по электронной отчетности. Мы его разработали. Она у нас очень вяло внедряется, но мы думаем, первый квартал этого года у нас очень много желающих есть. И до конца года мы должны полностью перейти на электронную отчетность. Благодаря переходу на электронный документооборот и внедрению технологий искусственного интеллекта отраслевые расчеты будут формироваться в автоматическом режиме. Мы ведь еще отраслевые отчеты из данных статотчетов составляли, но у нас вручную все составлялось. Теперь, исходя из того, что если это будет единая база данных, ГИРБО мы составляем, то есть все балансы периода, они будут у нас в базе данных. Но оттуда мы должны формировать уже в автоматизированном режиме отраслевые отчеты. То есть тот же отчет по труду, тот же отчет по промышленности, объемы, отчет по строительству. Все это разбрасываться должно, исходя из видов деятельности, который указывает код вида деятельности, который статистики они получают. Это в балансе в реквизитах, титульном листе оно отражается. Исходя из этого, программа должна, это наша задача, она будет уже автоматизированной в формате составлять отчеты, отраслевые отчеты. Но их у нас не менее 30, чтобы вы знали. Срок реализации целевой ведомственной программы по совершенствованию национальных счетов и расчета ВВП с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. На реализацию программы предусматривается 28 миллионов рублей из средств республиканского бюджета. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.